В Магасе состоялся показ уникального оборудования из Санкт-Петербурга. Программное обеспечение для детского образования предназначено для интеллектуального развития. О современных подходах и идеях Амина Зязикова. Уголок коррекционной педагогики, зеркало логопеда Антошка Нано, сиреневая мультстудия, конструктор Фан-Куб – все это учебное оборудование, которое с собой привезла компания «Интерактивные идеи» прямиком из Санкт-Петербурга. Работают специалисты в сфере комплексного оснащения образовательных учреждений. Главный принцип – это индивидуальный подход, гарантия качества на всех этапах сотрудничества. В первую очередь, конечно, мы приехали не только показать, а получить отклик от ваших логопедов, от ваших педагогов об этом оборудовании, как они планируют и возможно ли использование здесь, в Ингушетии. Из Ленинградской области приехали и представители компании «Алма». Это производитель оборудования и программного обеспечения для детского образования. Оснащают детские сады, школы и культурные центры всем необходимым для успешной учебы уже более 10 лет. Интерактивное оборудование с патриотической тематикой – это, например, куклы, которые представляют собой все народы мира. И панель «Россия. Родина моя». Помимо карты, здесь у нас присутствует, чтобы дети смогли посоревноваться с друг другом. Это викторина. Отвечают на вопросы по нашей стране. Можно как одному ребенку, можно как на две команды их разбить. И получается выбрать уровень сложности 5+, 8+, и запустить соревнования. Это что касается по викторине. Дальше, благодаря этой программе можно поизучать нашу государственность. Это получается флаг, гимн. Медвежонок всегда поможет, расскажет, чтобы детям было в игровой форме проводить, все было интересно. Чудо техники оценивают руководители логопедических центров и заведующие детсадов. Ставим зеркало, и таким образом не педагог уже показывает ребенку, как нужно какие-то упражнения артикуляционные, а ребенок уже в зеркало повторяет за нарисованной головой. То есть ребенку это веселее, интереснее, естественно, ему заниматься будет в удовольствие. Для нейропсихологов, для групповых занятий очень будет актуально в садах, в коррекционных центрах, где именно будут групповые занятия, то есть там будут отрабатываться и взаимодействие социальное, и много навыков можно будет с помощью этого оборудования отработать. Вы, как родитель, считаете ли, что это оборудование вашим детям тоже необходимо? Я считаю, что для каждого ребенка, даже если это гаджет или какое-то оборудование, оно должно приносить пользу. То есть тут на данном этапе ребенок будет не просто сидеть играть, а будет обучаться, развиваться и двигаться в правильном русле. Возможность пригласить эти ведущие компании в Ингушетию представилась на Кавказском инвестиционном форуме, который проходил в Грозном. А теперь же приехали в республику. Интерактивные панели помогут и в изучении родного языка. Панели могут использовать и детские садики в рамках своей программы развития родного языка, и также школа, начальные классы. В этой программе уже по нашим запросам будут заложены направления. Например, на ингушском языке реки, озера, наши герои, это патриотическое воспитание, улицы, села. Полностью в игровой форме ребенок будет изучать ингушский язык. И он больше будет осваивать его, и таким образом методика освоения родного языка, она будет таким современным подходом. Таким оборудованием уже давно пользуются другие регионы. Зайнаб Гандалоева отмечает, оно необходимо и в нашей республике. Такое оснащение поможет нашим детям на пути новых открытий. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.